Добрый вечер, уважаемые телезрители. Наш канал продолжает работу. И давайте немного от возвышенных пар и высокопарных слов по поводу матча предстоящего сборных команд России и Украины в отборочном турнире чемпионата Европы. Немного отвлечемся, вернемся к прозе жизни. Обычный, почти рядовой матч испанского чемпионата между Реалом из Мадрида и Валенсией мы хотим вам показать. Ну, обычный, с некоторыми, правда, нюансами, которые делают его несколько необычным. Вот из этой прозы как раз состоят все буквально матчи. Вот из этой прозы по крупицам собираются какие-то компоненты сборных команд, и потом это превращается в то, о чем сейчас мои коллеги долго здесь рассуждали и предполагали, я имею в виду Василия Уткина и Георгия Черданцева. Ну, можно сколько угодно говорить о том, каким будет результат матча, на что претендуют команды, что команды готовы показать. Можно выслушивать мнение болельщиков, но жизнь возьмет обязательно свое. Жизнь обязательно расставит, я имею в виду игра, футбольная игра, расставит все на свои места. И сколько бы мы здесь ни гадали, сегодня никто не может сказать, как закончится матч 9 октября. Итак, Реал Мадрид и Валенсия. На ваших экранах был судья сегодняшнего матча Итуральде Гонсалес. И составы команд. Валенсия играет сегодня в гостях. 25-й номер вратарь Палоп, 25-й Англома, 3-й Бьорклунд, 2-й Пелегрино, 15-й Карбони, 23-й Альбельда, 14-й Херард Лопес, ну его называют просто Херард, потому что в команде есть еще один Лопес, 6-й Мендьета, 18-й Кели Гонсалес, 7-й Клаудио Лопес, которым мы в прошлом году восхищались его игрой в составе Валенсии, и 11-й Илье. Тренер команды Эктор Купер. Реал хозяева поля. Вратарь Илгнер, 1-й номер, 2-й Мичел Сальгадо, 4-й Ера, 23-й Жулио Сезар, 3-й Роберто Карлос, 15-й Эльгера, 6-й Редондо, 10-й Зейдорф, 7-й Рауль, 11-й Савиа и 9-й Мариентес. Старший тренер Джон Тошек. Ну, честно говоря, не могу сказать, по какому поводу минута молчания была. Нам показывают общий план. И Реал, он в мяч в подкате отбирается. По-моему, это был Рауль. Очень опасно. Удар поворотом. И как неудачно, я вам скажу, действовал Илгнер. Заранее стал как-то садиться, то ли падать. И в результате вынужден был отбивать мяч ногой. Не совсем удачно действовал. Несколько необычная точка для показа повтора. Угловой удар, но я вам скажу, что матч начался с преимуществом. Ну что? Нет, свисток. Пенальти. Пенальти. После подачи углового удара судья показывает, что да, все-таки пенальти. И побежал советоваться с боковым судьей. По какому поводу, сейчас мы узнаем. Лезет в карман. Красная карточка. Зейдорфу. Кому? Еро. Роберто Карлосу. Он умышленно сыграл рукой, выбивая мяч из пустых ворот. Вот еще раз повтор. Да, конечно. Конечно. Умышленно после того, как Херард Лопес, которого мы будем называть Херардом, головой отправлял мяч в незащищенный угол. Вот это да.
В самом начале встречи Реал остается в меньшинстве. 11-метровый удар. Мендьета у мяча и Илгнер. Удар, мяч в воротах. Илгнер угадал направление полета мяча, но, к сожалению, не смог достать. Довольно сильно был пробит мяч и низом. Третий гол в лиге в этом сезоне у Мендьеты. Это ведущий полузащитник Валенсии. Да, довольно точно. Почти в самый угол. Опытный Илгнер все-таки указал, куда будет направлен мяч. И к тому же у меня складывается такое впечатление, пока он вот так вот дергался руками и ногами, показывал, что он вроде собирается броситься влево, какой-то потерял время для того, чтобы отмечали. Роберто Карлос раз, Редондо 2 и Савио 3. Подача в штрафную. Удар головой. Ну как так сегодня в обороне играет Реал? Как вообще оставили совершенно одного неприкрытым на линии вратарской площадки Илья? Опасно. Валенсия сегодня в атаке. Очень опасно. И, наверное, все-таки должен когда-то пробить час этой команды. Очень неординарной. Вот великолепный. На противоположный фланг это на 50 метров. 23 номер был Альбельдан. Подача. Ох, какой мяч! Ох, какой мяч! Но я скажу вам, что это, скорее всего, ошибка Илгнера. Хотя отдадим должное и Херарду. Это он забивает второй мяч в ворота Реала. 2-1 выигрывает, 2-0, простите, выигрывает Валенсия. А каков прыжок был, каков прыжок, вываренная передача. И, может быть, и не стоит винить вратаря Реала, поскольку он не дотягивался до мяча, и на лице Джона Тошика все написано. Разочарование, досада и так далее. 2-0. 2-0 Валенсия выигрывает. Вот, несмотря на преимущество в последние минуты. Запасные Реала. Гути сегодня в запасе. Он получил травму в матче Лиги Чемпионов. Выход 1-1. Удар и третий мяч в воротах Реала. Это Клаудио Лопес. Как раз вот я говорил о том, что он-то как раз и может забить, может убежать. Хорошее голевое чутье. Он использовал выход 1-1. Ну как-то в середине, в центре обороны у Реала все буквально рухнуло. И рухнуло, может быть, не потому, что нет Роберто Карлоса слева. Но уступил сразу. Геру уступил. И неожиданно, совершенно быстро. Эльгера это был на последнем рубеже обороны у Реала. И неожиданно для Илгнера ткнул левой ногой мимо вратаря Клаудио Лопес. Ну, кстати, это его родная нога. 3-0 многовато в Мадриде. И я еще раз напомню составы команд, те, кто их не слышал. Гости Валенсия, 25-й номер вратарь Палоп, 20-й Англаман, 3-й Бьорклунд, 2-й Пелегрино, 15-й Карбони, 23-й Альбельда, 14-й Херард, 6-й Мендьета, 18-й Кили Гансен, Эктор Купер. Реал. Номер 1 вратарь Илгнер, 2-й Митчелл, 21-й Джереми, Мжитап Джереми, 4-й Ера, 23-й Жулио Сезар, 3-й был Роберто Карлос. Ну и мяч в воротах. Пока я говорил,
что, как и почему. Марьентес отправил мяч аж на первой минуте второго тайма в ворота гостей. 3-1. 3-1. Хороший пас Зейдорфа. Рауль. И на добивание первым успевает Марьентес. Ну, я в конце тайма сказал, уж не такая непроходимая оборона у Валенсии, которая тоже допускает массу ошибок. Ну, наверное, его удовлетворит. Ох, какой обыгрыш. Жереми, подача, удар. Рауль головой наносил мяч, казалось бы. И мячу-то деться уже некуда. И тем не менее в последний момент Палоп рукой отвел угрозу на угловой удар. И вот второй мяч Марьентеса. 3-2. Пока разбирались футболисты Валенсии, что к чему, мадридцы быстренько разыграли угловой удар, прострел во вратарскую площадку, и счет становится 3-2. Ну, Англома виноват, конечно. Из-под него был забит этот мяч. Он не уследил за нападающим Реала. 3-2. 65-я минута второго тайма. Вполне достаточно времени у Реала для того, чтобы отыграться. Вполне достаточно. Впереди еще 25 минут игры. Но не только у нас Газаев и некоторые другие тренеры выскакивают к бровке поля, покидая техническую зону. Это же делают и зарубежные тренеры. Джон Тошик. Вот эта пауза, наверное, все-таки больше нужна футболистам Валенсии для того, чтобы несколько прийти в себя, потому что 20 минут беспрерывно атакует Реал. Трудно мне судить, что там произошло. Ну, наверное, сейчас судья будет раздавать горчичники. И замена. Замена в составе Валенсии. Удален Джон Тошик за пределы скамейки запасных своей команды. И вот он, видите, встал здесь вот в коридоре, который ведет в раздевалке спортсменов. Ну, наверное, что-то сказал судье. Да, конечно, очень он уж эмоционально выражает свои чувства. Но несколько это необычно видеть, поскольку валийцы, англичане, ирландцы, с моей точки зрения, с несколько холодным таким характером. Или покинул поле. Фаринас вместо него вышел на поле, усиливает среднюю линию, свою среднюю линию. Эктор Купер. Резкий оборот принимает игра. Очередная желтая карточка. И, по-моему, Фаринас ее как раз и получает. Тот, который только-только вышел на поле. Да, рисковато, рисковато. Да, Фаринас получает желтую карточку. Просто промахнулся по мячу. А мне кажется, что лучше было бы играть головой в этом эпизоде.
Звучит финальный свисток судьи сегодняшней встречи Итуральде Гонсалеса. Матч закончился. Реал терпит в сезоне первое поражение, причем на своем поле. А Валенсия одерживает первую победу в чемпионате и покидает последнее место, уступая его мадридскому Атлетико, который по-прежнему, как и в прошлом году, играет очень и очень неважно. Ну что ж, я думаю, что мы получили удовольствие от этой игры. Она очень необычно сегодня складывалась. Было все, и большое количество забитых мячей, и удаления, и масса предупреждений. Прекрасная игра вратарей. Достаточно